Рахмет Айгуль. Информационный вечер на нашем канале продолжает программа «Новое время». В студии Акнана Сабр. Астане 27 лет. Это один из быстрорастущих городов в мире. По официальным данным, здесь живут более 1,5 миллиона человек. Кстати, в Астане женщин больше, чем мужчин. За первый квартал этого года родилось свыше 6 тысяч новых жителей столицы и зарегистрировано почти 2000 браков. Столица Казахстана уже давно стала самодостаточной и является донором республиканского бюджета. Удельный вес города в ВВП страны достиг 15,5 триллионов тенге. Зарплата выше средней по стране. Как и полагается столице, Астана – лидер по стоимости жилья. Почти 596 тысяч тенге за квадратный метр в новостройке. День Домбры. В этом году он впервые совпал с Днем столицы, что придало событию дополнительных красок. 300 юных астанчан на площади у Дворца независимости исполнили күй Алаш Аманаты. Готовились 3 месяца. Среди них музыкант, который знает наизусть больше 100 кюев. Даже его учителя удивлены умением юноши искусно владеть музыкальным инструментом. На лице одухотворенность и умиротворение, а пальцы двигаются в невероятном ритме. Для Мадияра Серкишбаева это привычное состояние. 4 года назад он поступил в школу искусств Алтын Домбра. В этом году у него выпуск, а за плечами больше 100 выученных кюев. Любимый из них, говорит, кюй Куаныш, выдающегося казахского композитора Каршиги Ахмедиярова. Мой дедушка был близок к искусству, потому что все детство, которое я с ним провел, он сочинял нам всякие песни, всегда пел нам, сочинял произведение на домбре для нас. Он мог играть и на других инструментах. И вот так сложилось, что по генам нам передалось. В такие тяжелые периоды, когда накатывает стресс или когда усталость, просто хватает взять свой инструмент, поиграть на минут 5-10, вложить в душу, так сказать, и уже как-то успокаиваешься сам по себе. Основное образование Мадияр получает в педагогическом колледже, поступил на учителя музыки. Для этого он дополнительно освоил аккордеон, гитару, игру на пианино. Впереди, говорит, большая миссия – научить любить музыку. Моя цель – это открыть музыкальную школу, так как сам я близок к искусству и хочу, так сказать, увеличить аудиторию людей, которые играют на домбре, которые интересуются домброй. Потому что, заметьте, многое поколение, они хотят играть, но говорят, мол, поздно или по неким обстоятельствам у них не получается. А я вот хочу доказать, что все можно и в любое время. 16-17 жасар бала үшін өте үлкен жетістік, үлкен нәтиже. 100 кюев для 17-летнего парня – это очень много и действительно выдающееся достижение. У всех учеников разный уровень, но, как правило, ровесники Мадияра знают около 30 кюев. Цель, конечно, не число кюев, а их качество. Но у Мадияра все прекрасно во всех направлениях. Парень признается, поначалу было тяжело. Сейчас домбра – его лучший музыкальный спутник. И на 100 кюях Мадияр останавливаться не намерен. В этом году он и еще 299 юных домбристов вместе исполнили кюй Алаш Аманаты на площади перед Дворцом независимости. Исполнение посвятили празднику домбры и Дню столицы, которые символично совпали в этом июле. Динара Акылжанова, Акнана Сабр, Нурдаулет Харабаев, Жибек Жолы. Литературный челлендж принял государственный советник. Сегодня на своей страничке в соцсети Ерлан Карин опубликовал список своих любимых книг. В их числе Абай жолы Мухтара Әуезова, Қара сөздер жинағы Абай Кунанбаева, Соғыс психологиясы Бауыржан Момышұлы и другие. Напомню, цель челленджа – выяснить, какие книги наиболее популярны у казахстанцев. Их перечень станет известным 10 августа, в день Абая. Далее я передаю эту литературную эстафету председателю Мажилиса парламента Ерлану Жакановичу Кошанову, председателю Союза писателей Мереке Кулкенову, директору Национального музея Берику Абдыгалеевичу и известному журналисту, блогеру Уркену Кенджибеку. Сегодня из Женевы пришла радостная новость. Казахстан стал победителем в одном из самых престижных цифровых конкурсов в мире – WCS Prizes 2025. Это Всемирный саммит по информационному обществу под эгидой ООН. Авторам нашего проекта «Ситуационно-аналитический комплекс» награду вручила лично глава Международного союза электросвязи Дорин Богдан Мартин. САК – это уникальная платформа, которая в реальном времени отслеживает более 500 индикаторов по всем регионам
регионам Казахстана, помогая анализировать данные и принимать быстрые решения. Система уже используется в администрации президента и управлении делами президента Казахстана. Она подключает в себе все индикаторы страны для того, чтобы руководство администрации президента, управление делами президента могли принимать стратегические решения. Мы с прошлого года рассматриваем выходы на международную экспансию. Соответственно, сейчас начали взаимодействовать с другими странами и в планах выйти на этот рынок. Уже 3 системы инженерных технического центра на масштабирование в указах президента. Соответственно, мы эту работу продолжаем. К другим темам. Распространение 35 тысяч доз мефедрона предотвратили в МВД в результате спецоперации. Везли наркотики из города Шу в подпольную лабораторию в Алматинской области. При обыске изъяли также 20 литров и 115 килограммов психотропных веществ. Кроме того, обнаружили более 2 тонн прекурсоров, при переработке которых планировали изготовить 120 килограммов синтетических веществ. Преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали 2 гражданина из соседнего государства. В преступной среде нанесен урон на сумму $17,5 миллионов США. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Адал Еңбек, Адал Табыс. Ярмарка вакансий прошла в Талдыкургане. Участники смогли получить информацию о государственных программах, краткосрочных курсах и возможностях получения грантов. И уже в первый день 16 выпускников колледжей нашли постоянную работу. Еще столько же получили приглашения от работодателей. Местным предприятиям сейчас нужны электрики, водители грузовых автомобилей и экскаваторщики. Всего же по итогам ярмарки работу нашли более 80 человек. К новостям в мире. Катастрофическое наводнение в штате Техас. Проливные дожди вызвали небывалый подъем воды в реке Гвадалупе. Затопило населенные пункты. Сообщается, что жертвами стихии по меньшей мере стали 83 человека. Есть пропавшие без вести. Паводки за считанные минуты смыли мосты, дороги и дома в районе Хилл-Кантри, округов Кэр, Кендалл и Комал. А тем, чьи жилища устояли, пришлось столкнуться с последствиями. Тысячи людей остались без электричества, чистой воды и медицинской помощи. Больницы пришлось эвакуировать. Синоптики предупреждают, что риск новых наводнений сохраняется. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи со стихией направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу. А вот в Южной Америке аномальный холод. Воздушные массы из Антарктиды принесли в Аргентину, Чили и Уругвай низкие температуры, которые не фиксировали десятилетиями, утверждают специалисты. Снег выпал даже в пустыне Атакама, в самом сухом месте планеты. Из-за переохлаждения погибли не менее 15 человек. Морозы парализовали транспорт и школы, повреждены энерголинии и трансформаторы. Из-за резкого скачка спроса на отопление многие районы остались без электричества. Сети не справляются с нагрузкой. Власти Аргентины пошли на крайние меры, ограничив подачу газа местным заводам и автозаправкам, чтобы не оставить дома и соцобъекты без тепла. Жители канадской Альберты увидели редкое и по-настоящему загадочное природное явление – шаровую молнию диаметром до 20 метров. По словам семейной пары, которой удалось ее запечатлеть, синеватый объект довольно долго парил над землей во время грозы, а затем исчез с громким хлопком. Мнения разделились. Одни считают, что этот сгусток энергии – не что иное, как один из видов малоизученного грозового разряда. Скептики же предполагают, что на видео всего лишь оптический эффект или пока неизвестный науке атмосферный феномен. Казахстанский актер Бахыт Хаджибаев получил награду на кинофестивале стран ШОС в Китае. Победу в номинации «Лучший актер» ему принесла главная роль в фильме «Операция Набат». Всего в конкурсе приняли участие 20 картин из 10 стран. Программу оценивала авторитетное международное жюри. Фильм «Операция Набат» снят на основе реальных событий. Он рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Благодаря профессионализму казахстанских силовых структур операция завершилась без жертв.
Димаш Кудайберген выступил в столице Вьетнама Ханое на сцене молодого театра Ho Gom. Концерт под названием «A Night with the Stars» приурочили ко второй годовщине театра. Также своим творчеством публику порадовали легенда мировой оперы Пласидо Доминго и латвийская сопрано Кристине Ополес. В программе вечера прозвучали знаменитые произведения итальянских композиторов Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Умберто Джордано и многих других. Но главной изюминкой концерта стало исполнение любимой многими «О Соле Мио» композиции, ставшей символом музыкального наследия Италии. Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго и Кристине Ополес исполнили это произведение втроем. Хочу поблагодарить всех посетителей концерта в оперном театре Ho Gom за вашу любовь. А те, кто не смог присутствовать, знайте, я чувствую вашу поддержку и любовь на каждом шагу. Спасибо вам за это. В Астане завершился Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing, новой международной организации, созданной для сохранения олимпийского бокса. Турнир проходил с 30 июня по 6 июля. В нем приняли участие 250 боксеров из 29 стран. Казахстан уверенно занял первое общекомандное место, завоевав 16 медалей, 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Финал турнира посетил президент Касым-Жомарт Токаев. Он встретился с боксерами национальной сборной и выразил поддержку. Бокс деген тек қана мықты адамдар, күш жігері бар адамдар айналысады, шұғылданады. Ерекше спорт, сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін, сіздерді көріп қолдаймын. На всех боях турнира работали международные судьи, 40 арбитров и 65 делегатов Международной боксерской организации. Казахстанские судьи участие в оценке не принимали, чтобы исключить любые разговоры о предвзятости. Наши боксеры показали самые зрелищные бои и еще раз подтвердили статус страны-лидера в мире бокса. Чемпионами стали Назым Кызайбай, Сабыржан Аккалыков, Наталья Богданова, Бекзат Нурдаулетов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Виктория Графеева и Айбек Оралбай. По итогам Кубка мы проведем совещание с тренерским штабом мужской сборной и женской сборной. Есть ошибки, будем работать, будем анализировать. Перед нами сейчас основной старт этого года, это чемпионат мира в городе Ливерпуль, в Великобритании, с 4 по 14 сентября. Так что будем готовиться. 20 весовых категорий, это 10 у женщин, 10 у мужчин. Надеемся, что вернемся с золотом. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч в эфире.